Сегодня, наверное, так если уже конкретно обозначить, да, сегодня состоялся совет по, так сказать, круглый стол, где мы попытались собрать для синхронизации деятельность госорганов и меня непосредственно, как вице-премьер, который курирует социальный сектор. Вот. И было очень много, были приглашены, во-первых, представители с региона, со всех областей, где были озвучены основные моменты как в законодательстве после принятия конвенции по правам граждан, лиц с ограниченными возможностями, да, и основные вопросы по постановлениям, которые правительство почему-то до сих пор не приняло, то есть, ну, как вот они обозначили, да, теперь уже в правительстве мы сейчас будет пересмотрен достаточно большое количество вот этих постановлений, и я думаю, самый основной момент также говорилось об инклюзивности образования, да, то есть это сфера Министерства образования, говорилось об нехватке там внимания со стороны Министерства здравоохранения и сам курирующий орган, это Министерство труда и развития. Вот я думаю, вот эти три органа мы отдельно соберем, непосредственно задачами в плане того, что нам нужна синхронизация внутри самого правительства, госорганов. То есть это, если за последние 10 лет, согласно статистике, на 43% увеличилось количество лиц инвалидов, это говорит о том, что нам пора задуматься, давным-давно пора задуматься о первопричинах. Начиная с периода беременности женщин, да, чего не хватает, может быть, там, начиная с этого периода, заканчивая там тем же отношением государства на самом начальном этапе развития ребенка. То есть очень многим нужен такой комплексный подход, и я думаю, я, как уже курирующий вице-премьер, должна быть озадачена именно вот и этими вопросами, и тем, что как, начиная от рождения ребенка, заканчивая процессом трудоустройства нашего взрослого гражданина, что в этом плане тоже очень много дискриминаций было, есть. Нужно менять отношение общества к ЛОВЗ. Если где-то, да, до сих пор я не, то есть в целом все идет так, как вот в любом развивающемся сообществе, но до сих пор, допустим, в ведомствах, в тех же государственных ведомствах, если сегодня вот мы видели как раз-таки показательные ролики, где наглядно продемонстрировали, что госорган, что в регионах, что даже в городе, да, не имеет элементарной доступности для ЛОВЗ в плане тех же пандусов. Меня зовут Лола Абдукадырова, я являюсь руководителем программ Центра солидарности. Solidarity Center – это американская неправительственная организация, которая занимается продвижением трудовых прав. С весны этого года у нас начался двухгодичный проект именно по продвижению трудовых прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого проекта работа ведется в 3 направлениях. То есть первое – это информационные кампании, идет широкое освещение в СМИ, в соцсетях с привлечением известных блогеров, таких как Оскар Турдугулов. Потом второе направление работы – это как раз-таки по анализу соответствия национального законодательства Конвенции ООН о правах инвалидов в части труда. И третье направление нашего проекта – это как раз-таки консультирование, юридическое консультирование по трудовым правам лиц с ограниченными возможностями здоровья, вплоть до представления интересов в суде. Плюс вся эта работа, она сопровождается тем, что мы подготавливаем специальные материалы, которые доступны именно для такой категории лиц, то есть они как бы есть и визуальные, есть и, получается, вот мы планируем на шрифте Брайля тоже какие-то материалы для такой категории граждан подготавливать. И еще у нас сейчас ведется огромная работа над мобильным приложением для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который будет называться «Равные права», и в котором будет собрана вся законодательная база, касающаяся данной категории лиц, и еще плюс международные стандарты в области прав человека.